Добрый день, уважаемые ученики. Раз. Здравствуйте, уважаемые ученики. Меня слышно? Да. Отлично. Здравствуйте, да. Отлично. Давайте подождем остальных учеников и после можем начать. Меня зовут Задлоев Дамир. Я являюсь ментором проекта BeSafe от Национальной волонтерской сети под эгидой ЮНИСЕФ. Рад с вами познакомиться. Если будет такая возможность, прошу написать в группу свою о том, что урок может начаться уже, чтобы они зашли в Zoom-конференцию. Думаю, можно начинать. Еще раз здравствуйте, уважаемые ученики. Меня зовут Задлоев Дамир. Я являюсь ментором проекта BeSafe от Национальной волонтерской сети под эгидой ЮНИСЕФ. Рад с вами познакомиться. Сегодня я вам буду преподавать касательно чем чрезвычайной ситуации. У нас сегодня будет 2 урока, 2 презентации в течение 40 минут. В первую очередь я хочу вам рассказать касательно нашего проекта. Думаю, вы не знаете касательно проекта BeSafe, я вам кратко расскажу, чтобы не тратить ваше драгоценное время. BeSafe – это проект, который был разработан где-то в сентябре месяце, и наш проект разработан, чтобы обучить учащихся школ, как подготовить к чрезвычайным ситуациям. В течение одного года, 4 семестра, мы обучаем детей разным чрезвычайным ситуациям, как их разделять, какие у них есть классы, какие бывают вообще виды чрезвычайных ситуаций, как их можно разделять, и шаги, как можно от них спасаться и так далее. Мы вот об этом говорим. И вот это наш проект BeSafe. BeSafe переводится с английского как «быть в безопасности». Думаю, все это понимаете. Надеюсь, вы поняли, что за проект. Если у вас есть какие-то вопросы, то можете задавать. Также хотел вам рассказать касательно правил нашего урока. Если будет такая возможность, прошу вас включить свои видеокамеры, если, естественно, это будет вам удобно. Также, пожалуйста, если у вас какие-то вопросы, то не надо включать свой микрофон. Можете написать в чат, либо поднять руку. Только после этого говорить свой вопрос. Так как, если вы будете каждый раз перебивать, то, естественно, это будет прерывать наш урок. И урок может продлиться там больше 40 минут. Думаю, и это вам не нужно, и мне. Также прошу не рисовать на демонстрации экрана. Также хотел бы уточнить, видели ли вы мою демонстрацию экрана? Видели вы презентацию? Видно. Да. Да. Отлично. Вот я здесь вижу
Анну, Святослав, Камила, вот Адиль. Отлично. Софья, отлично, уважаемые ученики. Заходит. Давайте начинать. Сегодня первый урок на тему, что такое чрезвычайная ситуация, какие бывают ЧС, почему они случаются. Уважаемые ученики, знаете ли вы, кто такой волонтер? Как вы думаете, чем я занимаюсь? Я вам уже представился, что я являюсь волонтером, также ментором проекта BeSafe. У меня к вам вопрос. Знаете ли, кто такой волонтер? Если есть те, кто знает, пожалуйста, можете ответить. Волонтер — это человек, который помогает людям, людям или другим живым существам, не имеющим возможности. Отлично, Дима, спасибо огромное тебе за ответ. Волонтеры — это те, кто помогает животным и следит за экономикой. Можно и так сказать. Зависит от того, какой это волонтер. Да, очень правильно, Камила, спасибо огромное. Ясмина, пожалуйста. Я думаю, что волонтер — это человек, который может в любой опасной ситуации и даже безопасно помочь. Отлично, это тоже можно так сказать. Волонтер имеет разные термины, разные объяснения, но вы все правы. Давайте я вам расскажу, как я понимаю слово волонтер. Волонтер – это тот человек, который занимается чем-то на бесплатной основе, естественно, чтобы изменить мир к лучшему. Он может заниматься тем же, как вы сказали, помогать в сфере животных, помогать в других сферах, но главная его цель – это изменить мир к лучшему. Также я вам уже отметил, что мы проводим этот проект под эгидой ЮНИСЕФ. ЮНИСЕФ является это Организация Объединенных Наций. Знаете ли вы, чем занимается ЮНИСЕФ? Слышали об этом, может быть? Есть кто слышал? О чем еще раз? Что за организация ЮНИСЕФ? Чем она занимается? Вот вы видите вверху. ЮНИСЕФ. Волонтерством. Нет, к сожалению, нет. Помогает О животным. опасных ситуациях ЧП. Нет. Кто-то сказал помогать животным, а она помогает кому-то, но не животным. Как вы думаете, кому? Здесь вы видите фотографию. Людям. Людям. Бездом... Людям, но специальное количество людей. Кому именно? Кому? Какому слою людей? Детям. 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 Молодцы. Это детский фонд. Хорошо. Отлично. Как вас зовут кто-то? Я же не буду назвать вас кто-то. Как вас зовут? Ауан. Ладно, отлично. Спасибо огромное вам за ваши ответы, уважаемые ученики. Да, вы правы. ЮНИСЕФ – это организация, которая занимается защитой прав детей. И она в Казахстане занимается распространением таких проектов, которые помогают детям обучаться чему-то, продвигать их права и так далее. Надеюсь, вы это запомните, так как это вам будет нужно в будущем. Давайте начнем нашу основную тему. Что такое чрезвычайная ситуация? Я думаю, вы все уже понимаете, что это за ситуация. Это определенная обстановка, ситуация, сложившаяся в результате катастрофы, крупной аварии, стихийного бедствия, какие-то опасные природные явления, пожар большой из-за каких-то природных явлений, торнадо и так далее. В первую очередь, чрезвычайной ситуацией является та ситуация, которая приводит к человеческим жертвам, вреду здоровью людей или окружающей среде, разрушением, нарушением условий жизнедеятельности людей на определенной территории. Вы сейчас видите здесь картины, и во всех картинах вы видите какой-то ущерб обществу. На самой первой картинке слева вы видите пожарных, которые тушат пожар. Они тушат какое-то здание. Здание получило ущерб, очень большой ущерб. Во-вторых, вы видите, можно сказать, сломанное либо брошенное здание. Это может быть из-за нескольких причин. Одна из самых, так сказать, главных причин – это землетрясение, какой-то взрыв, который случился в этом здании и так далее. Третье, вы видите потоп. Можно увидеть, что очень много зданий, очень много домов были потоплены. Все это имеет какой-то ущерб человечеству, обществу, и поэтому они являются чрезвычайной ситуацией. Дальше мы подробнее об этом поговорим, но это как вам главная информация, на понимание всего.
Дальше. Какие бывают вообще чрезвычайные ситуации? Сель, наводнение, пожар. Думаю, вы все это понимаете. Также инфекционные заболевания. Вот. Уважаемые ученики, вы знаете ли какое-нибудь инфекционное заболевание? Можете сказать? Вот, которое было в 2019 году, которое началось? Коронавирус. Коронавирус. Когда коронавирус начался, в Казахстане ввели что? Карантин. Карантин, да. Карантин также мы можем сказать чрезвычайную ситуацию. Так как из-за коронавируса очень много людей начали болеть, очень много людей начали гибнуть, они начали там распространять очень сильно и так далее. Все это имело ущерб обществу, людям. Понимаете? Извините, Поэтому- то, что перебиваю, но я хотела сказать, то, что с карантином еще добавили то, что до какого-то времени можно выходить на улицу. Да, это точно так же, вы правы. Вот видите, когда бывают какие-либо Есть еще ущерб, плюс карантина. Когда был карантин, то стало меньше загрязнений. вот видите, в первую очередь чрезвычайные ситуации бывают только тогда, когда есть какой-то ущерб. Ввели карантин не просто же так, ввели карантин, чтобы болезнь не распространялась, чтобы люди не начали болеть сильнее, понимаете? Также есть землетрясения, низкие температуры. Например, в Астане, когда бывают очень сильные холода, там минус 30, минус 35, там закрывают дороги, считается как чрезвычайная ситуация. Школьники там до 4 до 7 класса не идут в школу, нет дистанционного образования, бывают такие дни. Все это является чрезвычайной ситуацией, так как дети могут там получить какие-либо осложнения, так как из-за мороза и так далее. Надеюсь, вам все это понятно. Если у вас какие-то вопросы, то можете написать в чат, я вам определенно отвечу в течение урока. Также есть разные виды уровня опасности ЧС. Мы можем это сравнить с светофором, так разделить. Низкий, средний, высокий, красный, желтый и зеленый. Для определения уровня анализируют условия протекания ЧС и территорию по движению опасности. Критерии уровня угрозы устанавливаются индивидуально, по каждой конкретной ситуации. Например, у нас есть пожар. Пожар не только в одной территории, там пожар распространяется по всей области. Там очень большая территория уже сгорела. Это является уровнем опасности высокий, так как уже очень большое количество гектаров земли горело, там животные сгорели, дома и так далее. Вот. Теперь есть специальное министерство, которое анализирует ситуацию и говорит уровень опасности. Теперь мы с вами поговорим про чрезвычайную ситуацию. Давайте немного послушаем вас. Попробуйте определить чрезвычайную ситуацию, изображенную на каждой картинке. Как бы вы оценили уровень ее опасности? Пожалуйста, поднимайте свои руки. Вот, первый Святослав. Пожалуйста. Я думаю, что на первом изображении изображено наводнение. Я бы оценил уровень опасности наводнения на где-то среднее. Среднее, да, хорошо. А на втором изображении показывается авария на Мгм, химическом либо ядерном заводе. мгм. Я бы оценил бы на высокий уровень опасности. Отлично, Святослав, вы правы. Спасибо вам огромное. Еще есть кто? Значит, Ясмина, пожалуйста. Я думаю, что оба этих ситуации опасны, так как, например, вдруг, когда не было наводнения, был какой-нибудь провод оставлен рабочий, и вода может электризоваться, и человек, который бы вышел по приколу, мог бы умереть от электричества. Мгм, Да, правильно. по приколу, когда ты можешь просто умереть, то что просто провалишься в воду. Мгм. Да. Спасибо огромное. Вот. Софья, пожалуйста. Я считаю, что уровень наводнения можно оценить в средний, потому что это, конечно, вредит человечеству, но не настолько сильно, насколько же ядерные взрывы, потому что они разносятся по всему воздуху, и, соответственно, везде летает радиация. Правильно, спасибо огромное. Есть еще кто хочет? Алан, пожалуйста. Первым бы я бы оценил, наверное, в среднее тоже, в желтую. Мгм.
Потому что, ну, наводнение, затопит машины, в принципе, почти ничего не повредится. Тут только лишь, как мы видим, вода достигает не до самих домов. То есть дома не повредятся. То есть это средний уровень. Если бы прям под дома уже затоплялось, то можно было бы и отнести в высокий уровень. Хорошо. Дальше. Мы видим аварию на каком-то заводе или еще что-то. Это очень опасно, потому что это может быть и химический, и ядерный. Просто будет это все разлетаться с молниеносной скоростью, и много людей просто будут умирать за минуты. Так что я это оценил бы в красный уровень, то есть самый высокий. Хорошо, спасибо огромное. Есть еще кто хочет сказать? Адиль, Камила, Жоржика, Софья. Спасибо огромное, уважаемые ученики, за ваши ответы. Вы все правы. Давайте я скажу мое личное мнение, независимое от вас. Я бы, например, оценил первое, в зависимости, я бы в первую очередь спросил. Здесь вы видите только одну фотографию, я бы спросил, а как, насколько она большой поток? Насколько большой поток? Я вот так спросил сперва. Так как мы должны в первую очередь анализировать ситуацию, да? Если это был потоп полностью весь город потоплен, то это очень высокий уровень. Если был потоп там, в нескольких районах, то это низкий уровень. Если был потоп в каком-то большом месте, то мы можем это оценить в зависимости от ущерба, средний либо высокий. Но вы все правы. Давайте перейдем ко второй картинке. Вы все правы, да. Это либо взрыв, либо какое-то происшествие, которое случилось на каком-то заводе специальном. Мы видим здесь очень большой всплеск какого-либо негативного газа. Это в первую очередь вредит экологии. Это, мы не знаем, там были ли там люди. Если там были ли, то это очень большой ущерб людям. В-третьих, на здании. Поэтому он является очень высоким. Все правильно. Спасибо огромное вам за ваши ответы. Почему возникают чувствительные ситуации? Уважаемые, как вы считаете, почему вообще возникают такие ситуации? Кто в этом виноват? Вообще, есть ли человек, который виноват в этом? Ясмина, пожалуйста. Ну, вообще, я думаю, что чаще чрезвычайные ситуации, но еще это смотря какие. Например, если на заводе что-то случилось, не только на заводе, то это по глупости или невнимательности человека. Если там, например, какой-нибудь цунами или извержение вулкана, это уже сама природа виновата. Угу, правильно. Еще кто хочет ответить? Софья, пожалуйста. Я считаю, что оценивать, кто виноват в чрезвычайных ситуациях, нужно именно смотря на ситуацию, ибо есть ситуации, когда произошел тот же самый, например, потоп, что мы рассматривали на прошлом примере. В этом виновата, природа. А если рассматривать также на прошлом примере всякие взрывы и тому подобное, то в этом уже вина человека. Спасибо огромное. Алан, пожалуйста. Ну, чаще всего, наверное, возникают чрезвычайные ситуации, потому что люди забывают о правилах безопасности и тем самым нарушают их. Угу. Спасибо огромное. Еще кто хочет? Алан, давай, пожалуйста. По моему мнению, смотрите, приводили тот же цунами, наводнение, но там не всегда именно только лишь природа виновата. Иногда это может случиться по глупости человека. Иногда. В частности, это происходит, конечно же, из-за природы. Но если, как тоже там приводили взрыв на каком-то заводе, как на прошлом задании показывали, виноват человек. А бывает ситуация, где и человек виноват, и природа виновата. Например, кто-то забыл там костер потушить, и был сильный ветер. Просто ветер начал разлетаться еще большей скоростью, и этот пожар становится еще больше. Угу. Спасибо огромное. Ну еще чтобы смотреть, кто виноват, нужны свидетели. Хорошо, отлично. Спасибо вам огромное за ваше мнение, за ваши ответы.
Все вы сказали все правильно. Спасибо вам, что все так активно. Давайте поговорим дальше. По причинам возникновения выделяются 3 основных класса через ситуацию. Это природные, как вы уже говорили, которые независимы от человека, техногенные, которые зависимы от человека, экологические, через ситуацию. Чем они отличаются между собой? В первую очередь, природные ЧС, как уже говорится, само объяснение, это все ситуации, которые могут возникать в результате воздействия атмосферных явлений, например, огня, изменение уровня воды в водоемах, из-за которых случаются потопы, изменение почвы, из-за которых начинаются разные виды землетрясений, подвижек земной коры, из-за которых здания получают очень большой ущерб. Другое их название – стихийные бедствия, так как огонь, вода, ветер, земля – все это является стихиями. Думаю, все смотрели «Аватара», там Аватар владеет 4 стихиями. Это вода, воздух, земля и огонь. Главная причина природных ситуаций – стихийные бедствия. Как мы уже говорили, что такое стихийные бедствия? Как вы здесь видите на фотографиях, это определенное разрушительное природное явление, именно разрушительное, в результате которого возникает угроза жизни и здоровью людей. Прошу это отметить. Происходит разрушение или уничтожение строений природных объектов. Вот что такое природная ЧС. Дальше каждая из численных ситуаций имеет свою классификацию, можно сказать, свое объяснение, свое описание. Так как когда министерства рассматривают разные виды ситуаций, они не просто говорят, по моему мнению, это очень опасно. По моему мнению, это не прям уж опасно. Они все говорят по определенным классам, по сведениям. Они сами по себе разделяются на 3 класса: по причинам возникновения, в первую очередь, по скорости протекания и по возможности локализации. Я расскажу вам кратко. По причинам возникновения они разделяются на геологические характеры, все, что связано с землей, землетрясения, оползни и так далее. Метеорологические характеры, когда бывают разного вида стихийные бедствия, связанные с погодой, ураганы, аномальные заморозки или жара очень сильная. Например, в Астане очень аномальные заморозки бывают. В Западе, например, там же в Шымкенте, бывает очень сильная жара. Также бывает возникновение из-за гидрологического характера, что все связано с водой. Поводки, разливы рек, потопы и так далее. Природные пожары. Они бывают, естественно, очень редко, такие пожары, но иногда бывают. Из-за чего могут быть? Если молния попадает в лес, на какое-то деревья, и начинается пожар и так далее. Эпидемии, заразные болезни человека и животных. Как мы уже ранее приводили пример, тот же коронавирус является эпидемией. Также по скорости протекания. Кратковременные, быстрые, например, ливни, ураган, землетрясения, они, конечно, бывают и разные, но во многом они очень даже быстрые. Несколько минут максимум и так далее. Длительные, медленные. Длительными бывает пересыхание водоемов, возгорание торфяников. Торфяники, можно сказать по-другому, возгорание какого-либо места специального, где, например, добываются ресурсы, и если там начинается пожар, то потушить его очень нелегко. Поэтому надо будет потратить очень много техники, очень много времени. Длительные, быстрые. Например, пандемия очень быстрая. Либо она будет очень длительной, в зависимости от какая пандемия. Но во многом разные виды пандемии бывают очень длительными. Также лесные пожары. В зависимости от того, где она произошла, из-за чего она произошла, она бывает быстрой либо длительной. Дальше по возможности локализации. Локализуемые и нелокализуемые. Думаю, вам это понятно. Локализуемые – те, которые мы можем потушить, мы можем устранить. Например, бывает пожар, мы можем его устранить. Пусть на это мы потратим очень много времени, но мы его сможем локализовать. Есть нелокализуемые. Например, ураганы, землетрясения. Мы их просто не сможем остановить. Они сами по себе должны закончиться. Думаю, все это вам понятно. Давайте дальше продолжим. Второй вид техногенный – ЧС. Как уже говорит само имя, оно это связано с определенной техникой. Могут возникать в результате разного вида аварий на промышленном предприятии или строительстве, на транспорте, либо трубопроводе. Извиняюсь. Техногенные аварии влечет за собой смерти, ущерб здоровью людей. Как вы видите на картинках, первая картинка здесь определенный взрыв на нефтеперерабатывающей заводе, который находится в море. И мы здесь видим очень черные оттенки на море.
Это все нефть, которая пролилась в море. Во-вторых, мы видим здесь взрыв. И вот большой, который вы видите, это газ, который влияет на окружение, экологию. В-третьих, мы видим здесь какое-то строение, которое разрушилось. Это также влечет за собой очень большой ущерб. Важно помнить, уважаемые ученики, не все аварии, которые происходят из-за технических проблем, перерастают в ЧС. Если нет человеческих жертв, нет значительных материальных потерь и нарушений условий жизнедеятельности многих людей, такие события не относятся к ЧС. Например, мы можем привести любой пример, тот же пример Чернобыля атомной электростанции. Там произошел взрыв, мы там увидели большой вред экологии, большой вред окружающей среде, людям, животным, технике. И все это, в конце концов, является фактами, признаками чрезвычайной ситуации, техногенного вида. Дальше. Также она тоже имеет свою классификацию. Я вам расскажу кратко, но понятно. По масштабу тяжести последствий это мелкие аварии, которые происходят и которые имеют незначительный ущерб. Крупные аварии. Прошу, уважаемые ученики, прошу не рисовать на демонстрации экрана, так как это будет мешать нашему уроку. Сейчас я отключу. Все. Прошу не писать. Крупномасштабные аварии, приносящие многочисленные человеческие жертвы, значительный материальный ущерб и другие тяжелые последствия. Это понятно? По масштабу распространения объектовые. Если взрыв происходит и имеет ущерб именно на заводе, то это объект. Местные, если мы видим какие-либо опечатки, точнее там, если это взрыв, то мы видим его следы с другого конца города. Это местные, региональные, при которых последствия распространяются на одну или несколько областей. Например, произошел взрыв где-то, вылилось очень много количества нефти и так далее, там, в море, и это затронуло другую область. Вот это региональные, глобальные, при которых последствия распространяются на всю страну и захватывают территорию соседних государств. Например, еще один раз я хочу привести этот пример. Пример Чернобыльской атомной электростанции, в которой произошла взрыв, повлиял на экологию не только Украины, а также на экологию прибалтийских стран, таких как Болгария, там, несколько европейских стран. Все это я затронул. Это является глобальным распространением. Также по природе происхождения они бывают транспортные аварии, там, разные виды взрывы, пожары и взрывы, выброс опасных веществ, ядовитых, радиоактивных, биологически опасных. Мы там видели, заметить картинки. Обрушение зданий, сооружений, аварии в системе жизнеобеспечения. Вот это классификация техногенного характера. В-третьих, экологические ЧС. Вот возникает в результате деятельности человека или природных явлений. Экологические ЧС влекут за собой серьезное нарушение биосферы. Они воздействуют на животный и растительный мир, природную среду в целом. Главной особенностью вот этих ЧС является то, что их причиной могут быть как и природные стихийные бедствия, как мы уже ранее говорили, так и антропогенные факторы, то есть связанные с деятельностью человека, либо из-за природы. По классу они также разделяются по масштабу. Вот, уже время заканчивается. Но, пожалуйста, уважаемые ученики, еще раз зайдите на эту же ссылку. Мы продолжим. Надеюсь, вам все это понятно. Та же ссылка, которую вам отправляем, по этой же мы еще раз заходим. По источнику и характеру явлений, изменение состояния суши, изменение состава и свойств атмосферы, изменение состояния гидросферы, изменение состояния биосферы. Поэтому по источнику и характеру явлений описываются вот так. По продолжительности кратковременные, затяжные, необратимые. Кратковременные, как уже, вам думаю, понятно, которая это ситуация, когда экология может восстановить сама по себе. Затяжные, его также можно исправить, но надо потратить длительное время. Необратимые – а те ситуации, которые мы не сможем, к сожалению, изменить. Также вам я хотел бы сказать одну пословицу, точнее слово. Экосистема, потерявшая часть своих элементов, не может вернуться в первоначальное состояние. Поэтому мы должны беречь нашу экологию. Давайте поиграем. Думаю, у нас хватит времени поиграть с вами. Я вам рассказал сейчас очень много информации. Думаю, может быть, где-то непонятно, но с помощью игры мы сейчас запомним все. Я сейчас запущу другую демонстрацию. Вам видно? Можете сказать? Да.
Отлично. Да. Отлично. Сейчас я буду вам показывать какие-либо вопросы. И мы отвечаем. Кто первым понял руку, тот и отвечает. Хорошо? У кого же будет больше баллов, мы поймем, кто лучше понял материал. Сам по себе правила игры будут, вам я уже рассказал. Кто первый поднимет руку, тот и говорит. Нельзя перебивать друг друга. Первый вопрос. Что такое чистота ситуации? Ясмина в этот раз был первый. Катастрофа, которая приводит к человеческим жертвам ввиду вреду здоровью людей. Отлично. А Дилягин, как вы считаете? Катастрофа, которая приводит к человеческим жертвам, вреду здоровью людей. Отлично. Интересно, правильно. У вас по 1 баллу. Какие бывают уровни опасности ЧС? Святослав был первым. Всего бывает 3 уровня опасности ЧС. Низкий, средний и высокий. Отлично, Святослав. Правильно. 1 балл Святослава. Сейчас идем на следующий раунд. Раз, два. Адиль, вы же ничего, вопросы не видели. Вы уже подняли руку. Раз, два, три. Какой вид ЧС изображен на фотографии? Кто был первым? Интересно. Сейчас посмотрим. Я был первым, я вот так вот руку поднял, или я был надо с первым. маликом отправлять? Алан, вы первый. Я увидел в чате. Давайте вы ответите. Как вы считаете, Алан? У вас не слышно. Какой вид ЧС изображен на фотографии? Я думаю, техногенная ЧС, потому что тут видно то, что это какой-то завод, то есть природа тут не виновата. Отлично. 1 балл. Эльнара Ахамова. К сожалению, ваше имя не вижу. Как вы считаете? Я считаю, что тоже техногенно. Вы считаете тоже техногенная, да? Сейчас посмотрим. Правильный ответ? Да, правильный ответ. 1 балл у вас. Сейчас еще другой следующий вопрос. Сейчас, подождите. Я его даже, вы не видите даже вопрос. Сразу понимаете руки. Это может быть сложный вопрос. Выбирайте классификацию ЧС по причинам возникновения. Какие они бывают? Кто был Я первым? первый отправил вот эту группу, поднял Я руку. посмотрю. Первым была Ясмина, оказывается. Извините, к сожалению, Алан. Ясмина была первой. Здесь Ладно. написано. Так, выберите классификации ЧС пригодного характера по причинам возникновения. Я думаю, что природные пожары и эпидемии. Хорошо. Хотя нет, все варианты правильные. Так. Хорошо. Алан, вы были так вторым. Алан, как вы считаете? Я Рауан. Извиняюсь. Право. Вы еще раз выключили микрофон. Вы выключили микрофон. Сейчас, подождите. Так, я думаю, то, что это геологический, гидрологический. Угу. Адиль, как вы считаете? Можно? Все варианты. Так нельзя. Да, вы сказали вариант. Хорошо. Мы имеем 3 разных ответа. Кто же был прав? Раз, два, три. Адиль был прав. У него 2 балла. Адиль входит вперед. Так, я же ответила первой, что все варианты правильные. Вы уже Можно ответили? спросить? Да. Можно кое-что спросить? Тут еще говорится про эпидемии. Как природа виновата в эпидемиях? Именно в природном характере? В зависимости Ну, от... там, например, животные могут заболеть и распространить на людей. Слыхал про обезьянную? Но я Да, же я её, все-таки походу, первая Богдан была, а не один. Почему ему сразу 2 балла, а мне 0? У вас же не 0. Уважаемые ученики, я же еще не дал вам баллы. Ясмина ответила, что все варианты правильные, Адиль также ответил, все варианты правильные. Роман, вы ответили метеорологические и геологические. Значит, у вас остается 1 балл. У Адиля и Ясмины по 1 баллу. Значит, у них будет 2 балла. Следующий вопрос. Выберите классификацию ЧС. Кто был первым?
Святослав, потом Рауан. Вы вторым. Выберите классификации часть техногенного характера из ниже перечисленных. Как вы считаете? Так. Ну, я думаю, что тут, пожалуй, будет... Думаю, второе. По скорости протекания, по возможности локализации, по тяжести последствий. Рауан, второй вы были. Я думаю тоже то, что второй вариант, потому что техногенные, там природа никак не может быть связана. Потому что в первом написано по природе происхождения, значит второе. Хорошо. Можно я? Давайте. Адиль. Потом и Софья. А я думаю, второе. По скорости протекания, по возможности локализации, по тяжести последствий. Софья, Лаптева, вы уже Да. были. И я считаю, что Хочу это знать. первое по тяжести последствий по природе происхождения, да. Правильно, Софья, вы были. Вы ответили правильно. У Софьи 1 балл. К сожалению, кто выбрал вторую, вы не получили балл. 6-й вопрос. Выберите правильный ответ. Кто уже был первым? В этот раз был первым Рауан. Выберите правильный ответ по масштабу распространения ЧС бывает. Я думаю, объектовые, местные, региональные, глобальные. Хорошо, спасибо. Камила, как вы считаете, Камила? Мелкие, крупные, крупномасштабные. Хорошо. Можно я? Подождите. Адиль, вы были 4-м. 3-м была Ахкамова Эльнара, если не ошибаюсь. Пожалуйста, вы были 3-й. Я думаю, что объектные, местные, региональные, глобальные. Хорошо. Потом Можно? Адиль, ладно. Объектовые, местные, региональные, глобальные. Хорошо. Правильный ответ какой же? Правильный ответ первый. Кто выбрал первый, у вас по 1 баллу, еще одному. Потом считайте свои баллы. В конце мы скажем, кто же был победителем. Следующий вопрос. Вы сейчас не сможете. Телефонный номер единой службы спасения знаете? Кто знает? Адиль был первым в этот раз. 112. 112. Хорошо. А Ясмина. я ж подняла руку. Ясмина. 112. 112. Святослав. Ну да, я думаю, что 112. 12. Софья. 112. Рауан. 112. Хорошо. 112. Кто ответил? Правильный ответ 112. Так, у кого сколько баллов? Сейчас только честно. Только честно. У кого 3 балла? Я не знаю, не считал свои. Я знаю, что у Я не Адиля помню, сколько у 3 меня балла. баллов. У Адиля 3 балла. Нет, не 3. У меня будет 4 балла. У тебя 4 балла? У Да, у меня Рауана, 4. у Рауана 3 было. Он не ответил на один вопрос неправильно. У нас победитель Адиль, 1 место. 2 место Рауан, по-моему. У него 3 балла. Также у Ясмины тоже 3 балла было. И 3 место разделяет Святослав, Софья, Ахкамова Эльнара по 2 балла. Так, на этом